Значит, для начала вот я хотел бы начинать с каких-то фундаментальных вопросов, с которых любой спикер, который собирается где-то выступить, должен начинать. И на самом деле эти вопросы, они могут звучать довольно банальные, но, как это ни странно, мне кажется, всего лишь там 20% всех спикеров, которых я видел в своей жизни, вот, видимо, обратил внимание на такие вопросы. Самый первый вопрос, с которого нужно начинать. Перед кем вы выступаете? Это очень важно понимать аудиторию, кто будет ли это на конференции, будет ли это на встрече, кто они такие, кто в аудитории, что они знают про вас, что они знают про тематику, что они, может быть, думают, что они знают. И, соответственно, исходя из этого, у вас есть, конечно, вопрос к вам, который, что вам нужно, чтобы они узнали, что вам нужно, и где есть расхождение между тем, что они знают, думают, что знают, и что вам нужно для них донести. Следующий, конечно, мы часто говорим и будем говорить сегодня про эту идею ключевых тезисов, но любой человек, на самом деле, может придумать какие-то там ключевые тезисы. Мы лидеры здесь, мы лучшие здесь. Но более важно, чем это как вы именно подкрепляете, подтверждаете вот эти тезисы. Поэтому вам нужно определиться с главной идеей, но потом думать, как я сделаю эту идею убедительной и запоминающейся для аудитории, которая будет сидеть передо мной. Ну и последний, что вам нужно для того, чтобы рассказывать. Может быть, какие-то там иллюстрации, какие-то слайды, графики, таблицы, которые, опять же, подтверждают и сделают эти тезисы убедительными и опять запоминающимися. Следующее, я бы хотел просто говорить про абсолютно золотое правило. Правило номер 1 в любом публичном выступлении. И тут я буду цитировать такого известного американского литератора из XIX века, который звал Дейл Карнеги, который сказал, сначала скажу по-английски, потому что лучше по-английски не бывает. Tell them what you're going to tell them, and then tell them what you told them. Или по-русски, то есть рассказываете о том, что вы будете рассказывать, потом вы рассказываете о том, что вы только что рассказали. Это, конечно, может звучать как просто перебор, просто сплошной повтор. Но на самом деле это единственная техника, которая позволяет вам донести убедительно вот эти ключевые тезисы, потому что на самом деле внешняя аудитория не способна воспринимать много новых идей. Тем более, что надо понимать, что они слушают по много презентаций в день, встречаются со многими компаниями. Поэтому для того, чтобы убедиться, чтобы эта главная идея осталась у них в голове, это нужно просто повторить и повторить и повторить. Но при этом каким образом вы можете это повторить все время и какую технику надо использовать, я буду об этом говорить чуть позже. Но, в принципе, следующий момент, я бы хотел сказать, что на самом деле, естественно, для любой хорошей презентации, то содержание, естественно, должно быть хорошее. Это понятно. У вас должна быть интересная информация, которая нужна для вашей аудитории. Но я, может быть, просто как человек из театральной семьи, думаю, что театральные составляющие в публичном выступлении, наверное, самые главные. Потому что, честно говоря, люди, для вас, вы можете, наверное, себя слушать в течение часа и сосредоточиться об этой информации, но это никогда не будет настолько важно, то есть и подходящее для внешней аудитории. Поэтому вот этот театральный аспект сделать так, чтобы просто аудиторию немножко развлекать, чтобы они это запомнили, и чтобы это позитивно отличилось от других презентаций, чтобы они просто запомнили. Это хороший способ сделать так, чтобы это просто осталось в голове. Поэтому вот этот развлекательный, театральный аспект ни в коем случае не надо забывать. Но, естественно, конечно, контент тоже важно. Но тут я бы хотел сказать, что для, наверное, любого человека, который начинает читать книгу или начинает смотреть фильм и начинает слушать презентации на конференции, они во многом определяют свое мнение, насколько им это интересно или нужно в течение первых 5 секунд. Поэтому очень важно, ваша первая фраза, которую вы произносите. То есть не начинайте с какого-то глобального, я надеюсь, что мои слайды видны или что-нибудь такое. Начинайте с яркой фразы. И это относится к началу общей презентации и относится, на самом деле, к началу каждого слайда. Каждый раз, когда вы переходите на следующую часть выступления, нужно сразу заслуживать внимание вашей аудитории.
Ну и, конечно, вы начинаете с яркой фразы и заканчиваете с какой-то хорошей яркой фразой, которая также повторяет эту глобальную идею, которая прозвучала в начале, которую вы подкрепляли и развивали в середине, и которую вы резюмируете в самом конце. Последний часть вот этой секции это касательно, если у вас будет PowerPoint-презентации, как нужно со слайдами работать и как нужно с ними готовиться. С самого начала, когда уже есть некий блок слайдов, то есть неизбежно будет дальнейшая корректировка, но в принципе вам нужно просто пройти по каждому слайду и смотреть, понятна ли вам главная идея для каждого слайда. Тут не надо там смотреть внимательно на каждую таблицу или каждое слово на слайде, это не принципиально, или на полную речь, или полный текст, который будет сопровождать эти слайды. Достаточно убедиться, что есть главная идея, и вам она понятна. Потому что если вам не четко понятно для каждого слайда, точно не будет понятно аудитории. И дальше, когда вы уже определились с этими главными идеями для каждого слайда, все остальное — это просто развитие этих идей. И то есть, каким образом мы будем развивать эти идеи, это следующая часть нашего урока. На сегодня, наверное,